Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галямов заняли первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Стокгольме. Россияне по сумме двух программ набрали 227,59 балла. Их соотечественники Александра Байкова и Дмитрий Козловский стали бронзовыми призерами. На втором месте турнир завершили представители Китая Суй Вэньцзинь и Хань Цун. Отметим, что в последний раз российские пары выигрывали золото мирового первенства в 2013 году. Чемпионат мира в Стокгольме завершится 27 марта. Московский ЦСКА на своем льду со счетом 3-2 выиграл у ярославского «Локомотива» в пятом матче четвертьфинала плей-офф континентальной хоккейной лиги. У армейцев дубль оформил Максим Мамин. Еще одну шайбу забросил Константин Акулов. В составе железнодорожников дважды отличился Тему Пулкинен. Счет серии до 4 побед стал 3-2 в пользу московского клуба, который, отметим, является действующим победителем турнира. «Локомотив» был сильнее в первой и четвертой встречах. Во втором и третьем матче победу праздновал ЦСКА. Шестая игра в серии пройдет в Ярославле 27 марта. Футболисты молодежной сборной России одержали победу над командой Исландии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Венгрии и завершилась со счетом 4-1. В составе россиян результативными ударами отметились Федор Чалов, Наир Текнезян, Арсен Захарян и Денис Макаров. Чалов помимо забитого мяча записал на свой счет 3 ассиста. У проигравших взятие ворот провел Свейн Гудьонсен. В следующем матче российские футболисты сыграют с французами. Встреча пройдет 31 марта также в Венгрии. Баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке обыграли сербскую «Црвену звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 87-72. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Деян Давидовац, набравший 20 очков. У армейцев самым точным был его коллега по амплуа Торники Шенгелия. В его активе 16 пунктов. ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице, одержав 20 побед при 10 поражениях. Сербские баскетболисты идут на 17-й строке. У них 9 выигрышей в 31 матче. В следующем туре 30 марта армейцы на выезде сойдутся с санкт-петербургским «Зенитом». Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Дилианом Уайтом пройдет на открытом воздухе. Об этом сообщили организаторы поединка. Спортсмены сойдутся на ринге 27 марта в Гибралтаре. Напомним, в их первом бое за временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца в пятом раунде. Этот нокаут был признан лучшим в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета. В данный момент на счету 41-летнего Поветкина 36 побед, 2 поражения и 1 ничья. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при 2 поражениях. Перейдем к событиям нашего региона. Якутские борцы вольного стиля завоевали 4 медали на всероссийском турнире физкультурно-спортивного общества «Локомотив» среди юниоров до 21 года. Соревнования прошли в Брянске. Награду высшего достоинства в копилку команды принес Иван Охлопков, выступавший в весовой категории до 125 килограммов. В весе до 57 обладателем серебряной медали стал Валерий Андросов, а на третью ступень пьедестала взошел Егор Находкин. В категории до 92 килограммов второе место занял Артур Дьяконов. Тэквондисты сборной республики стали обладателями 17 медалей чемпионата и первенства Дальнего Востока. Соревнования завершились в Хабаровске. В активе якутян 1 золотая, 6 серебряных и 10 бронзовых наград. Единственное золото завоевал Максим Гавришев. Отметим, что этот выездной турнир стал первым для сборной республики после введения ограничительных мер. По итогам соревнований в Хабаровске лучшие спортсмены будут отобраны в сборную округа для участия в первенстве и чемпионате страны. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!